Всем привет! Поскольку полетные контроллеры нынче стоят неприлично дорого, да и с дефицитом F405 и F765 чипов, я решил реанимировать старый добрый PixRacer. Почему все-таки решил использовать PixRacer? Да потому что на нем 2 мегабайта флеша, что позволяет использовать Lua скрипты и прошивку ArduPilot, ArduPlane с максимальным функционалом. На нем достаточно большое количество последовательных портов, 6 сервовыходов, что в принципе для меня тоже достаточно для моего будущего проекта. На нем также имеется логирование на флешку, там, по-моему, 2 или 3 гироскопа, акселерометра, компаса. Ну, компасы все равно будут отключаться, но уже имеется избыточное количество датчиков и, в принципе, небольшой размер. Но, конечно, не хватает всяких разных дополнительных плюшек типа регуляторов и прочего. И именно для этой цели, чтобы восполнить недостатки этого полетного контроллера PixRacer, я приобрел вот такой вот Motec FK Hub W. На нем имеется TVS-диод для защиты от всплесков напряжения, имеется датчик тока в виде резисторного шунта, имеется аж 3 импульсных преобразователя. Один из них вот такой вот мощный, точнее это не преобразователь, это дроссель, но видно, как он мощный по сравнению с этими. Он рассчитан, по-моему, аж на 5 ампер. Да, максимально 5,5 ампер. Это подразумевается питать сервы от этого регулятора. Регулятор VX. И на нем перемычками можно задать напряжение либо 5 вольт, либо 6, либо 7,2 вольта. Я хочу на нем настроить 6 вольт для питания серв, чтобы они работали от 6 вольт все-таки. Два регулятора, точнее один на 5 вольт, другой на 10 вольт, максимально 3 ампера. Это, соответственно, вот этот и вот этот регуляторы, точнее это опять же дроссели, а регуляторы вот такие маленькие. Также имеется линейный преобразователь, скорее всего это вот эта микросхемка, которая позволяет питать нагрузку токами до 500 мА. Так, датчик тока на 104 ампера. Имеется шлейф для подключения к полетному контроллеру Motec, но поскольку у меня PixRacer, то я буду подключать просто проводками. Пожалуй, на этом обзорная такая экскурсия заканчивается. Я сейчас начну это дело собирать, то есть закручу стоечки какие-нибудь, посажу сюда полетный контроллер и буду смотреть, как лучше все дело подключить это дело. Выяснился один крайне неприятный момент. Тут имеется пин VBAT, который не зря промаркирован как VBAT. То есть на нем находится напряжение батареи. А я почему-то предположил, что на этой платке имеется делитель напряжения для чтения напряжения с батарейки. И, к счастью, я перед подключением полетного контроллера замерил все выходные напряжения на регуляторах. То есть я проверил напряжение на сервах, я запаял эту перемычку, вот эту вот, чтобы 6 вольт мне выходило на сервы. Я запаял, проверил, в общем, все напряжения, 10 вольт, проверил 6 вольт на сервах и проверил 5 вольт на полетном контроллер. То, что идет на полетный контроллер. И проверил напряжение на пине Current и на пине VBAT. И на пине VBAT я обнаружил напряжение батареи. К счастью, я эту вот фишку не подключал к полетному контроллеру и ничего не спалил. Поэтому я все-таки пришлось доколхозить вот эту платку. А именно, наверное, будет плохо видно, но я из двух SMD резисторов спаял делитель. Видно будет. Делитель и конденсатор припаял керамику на 1 микрофарад. Номинал резисторов 10 кОм и 1,5 кОм. Размер, что-то, по-моему, 0,8-0,5 SMD-шки. Есть у меня такие резисторы в запасе. Такого делителя достаточно для напряжения там 20 вольт, что в принципе я считаю достаточно.
скриншот схемы я приложу. То есть больше номинал появится к напряжению батареи, а меньше номинал появится к земле. И с центра берется напряжение на пин сенсора напряжения. Вот так вот относительно дешево и сердито можно дополнить старый хороший полетный контроллер, который поддерживает ArduPilot, дополнительным функционалом, чтобы он более удобно подходил для летающих крыльев, самолетов и прочих летательных аппаратов. На этом, в принципе, спайка и доработка этой платки закончена. Можно ее крепить в самолет и продолжать дальше собирать самолет. А про сборку этого самолета я расскажу вам попозже. Чтобы не пропустить, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.